пространство, где жило бы столько разных народов, как в России. Мы начинаем наш фестиваль. На сцену приглашается 3-й Г-класс «Солнечная Украина». Спешите, 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 на ярмарку нашу зайдите. Гости желанные, званые, незваные, худые и тучные, веселые и скучные. Все скорее спешите к нам, рады всяким мы гостям. Чудесные вас ждут гостинцы. Колечки на вашем мизинце. Картины, кувшины, горнятки, бегите скорее, ребятки. Цветами горят вышиванки, для девочек бусы баранки. Для мальчиков дудочки чудо, а вот расписная посуда. И для честного народа из сада и огорода щедрых подарков гора. Радуйтесь, пой, детвора, играйте, шутите, танцуйте. Есть на ярмарке игрушки, расписные погремушки, есть ватрушки, бублики, приготовьте рублики. Предлагаю свой товар, не за рубль, не за два, отдаю за добрую сказку, за веселую присказку. А что это мы тут видим? Тебе хорошая лошадь нужна? Не лошадь давно заводить приспела, только хороша ли лошадь? Не конь, а дивот, бежит, дрожит, спотыкается, упадет, не поднимается. Ого, вот так лошадь! Пряники, пряники, вкусные пряники, а кто пряники не купит, тот станет ниже пупа. А кто пряник первый съест, вырастет на метров 6. Яблочки, яблочки, покупайте яблочки. А почему такие дорогие? Так взяты с чужого сада. Эй, взрослые дети, скорее идите к нам. У нас такие бары, разнообразные товары. Вот и Марьянка, мала, а уже хозяюшка. На ярмарку ходила, ни про кого не забыла. Покажи, что купила. Родному батюшке кушак, что подпоясав всем в боях, любимой матушке платок, посередине золотой цветок. Братьям соколам по новым сапогам, маленьким сестричкам по новым рукавичкам. Большой вклад внесли воины, солдаты Республики Саха-Якутия в победу в этой страшной войне. Приветствуем на сцене правнуков этих героев,
3 А класс.
Армения. Гостеприимный край, солнечный и многообразный. 4 В класс. Темненький, черненький, смуглый такой, ходит по улицам, словно герой. Издалека вижу и узнаю, кто и откуда, он сразу пойму. Брови густые, красивый анфас, рост и фигура вообще выше глаз. Если кто спросит, вы кто, гражданин, гордо ответит он: я армянин. В России и в Прибалтике, на Кипре и на Балтике, да просто обойди весь белый свет. В Майами и в Австралии, в Испании и в Австрии живут армяне разные, да где их только нет. Отчаянные и гордые, и милые, но добрые, на них сошелся клином целый свет. Танцует душа жиганская веселую, армянскую немного и немало, нас лучше в мире нет. И все Ливана, Москву, самолет. Армения – государство в Западной Азии, граничит с Азербайджаном, Грузией, Ираном и Турцией. Государственный язык армянский, население 3,5 миллиона человек. Еще 5 миллионов армян проживает за пределами Армении. Столица город Ереван. Армения – маленькая страна, в ней живут гордые, свободолюбивые люди армянцы. В Армении славятся своими легендами и рассказами, как чудесная библейская легенда о спасении Ноя и его семьи на вершине горы Арарат. Много раз терпела Армения иноземные нашествия завоевателей. Не раз оказывалось, что само имя Армения стерто с карты. Но армянский народ отстоял в тяжелейшей борьбе за существование. Сегодня, 2015 года, исполнится 100 лет геноцида армян. Именно в этот день, 1915 года, исполнится и была вырезана и жестоко вырезана из города. В числе погибших известные писатели, композиторы, ученые, бизнесмены и другие представители общества населения, лица, которые смогли восплатить армян и организовать сопротивление. 1,5 миллиона мирных жителей, живущих на своей исторической родине, стали жертвами геноцида. Геноцид армян – это чудовищное злодеяние в мировой истории человечества. 24 апреля назначено Днем памяти невинных жертв. Действительно, именно сегодня 100-летие геноцида армян. Давайте мы все вместе встанем и почтим минутой молчания память погибших. Спасибо, ребята, потому что действительно это наши братья. Все народы, все вместе, рука в руку. Спасибо. История всемирного потопа пока что неизвестна до конца. Но верим мы, что есть на свете что нас
по-русски, не спеша, как будто вновь рождается душа. На Арарате, начиная путь, она любила так, что не вздохнуть. Любить Армению по-русски. Наотрыв над суетой привычной воспарив, законом суеты добром поправ, иметь кавказский дух и русский нрав, любить Армению по-русски наразлом, когда любовь есть, беды нипочем, когда казалось бы, что больше нету сил, но любишь так, как раньше не любил. Любить Армению по-русски без измен, решая миром множество проблем, и выбирать родителей из стран Россия, мать, отец же Хаястан. Любить Армению по-русски без причин, лететь душой святой Эчмиадзин, неся в себе спасение креста, с благословением жить Господа Христа. Братский народ, город-герой Киев, Украина, 3 В класс. Встречаем! Один из самых гостеприимных и доброжелательных народов нашей страны. 3 Д класс.
Восточной Европы. Граничит с Россией на востоке и северо-востоке. Столица республики Беларусь, город Минск. В Беларуси живут работящие, сильные и веселые люди. Белорусы. Во время Великой Отечественной войны они защищали Советский Союз от фашистов. Белорусы поступали в партизанские отряды. 374 тысячи бойцов насчитывалось этих отрядов. Партизанов взорвали военные немецкие эшелоны. Ни один оккупант не чувствовал себя спокойно на белорусской земле. Выйду я в ромашковое поле, в синь васильков любимых окунусь. Это ты, моя любимая, мой просторе, моя любовь, Беларусь. Беларусь, Беларусь, небе крик журавлей. Беларусь, Беларусь, запах хлеба с полей. Пусть Беларусь в краях. Беларусь, Беларусь, прекрасная земля.
дорогая Якутия, встречаем на сцене правнуков 2 А-класс. Я воспою тебя, родная, от южных гор и до морей, седых, холодных и суровых, волной ласкающих тебя, когда весной в цветениях новых твоя полярная земля. Прекрасные горы и ущелья, гольцы и сопки и тайга, весной и летом птичье пение, прохлада горного ключа. Все здесь прекрасно, первозданно, любимо, ново и свежо. Моей душе здесь все желанно, а сердцу вольно хорошо. Якутия, родина моя, по тебе стихи слагаю я, пою, чтоб знал весь мир о тебе, алмазной золотой республике. Якутия, родина моя, в каких бы краях я ни была, сердце зовет в родные края, в город Якутск, где лето река. Как чудесен танца круг, локоть в локтю станем, друг, как волнующие звучат мой хомус гармонию лад.
прекрасная девица. Вот я. Привет, мои друзья. Ой, вы не кушали сегодня? Я не слышу вас совсем. А ну-ка, здравствуйте, ребята, здравствуйте, парнишки. Славные девчушки, быстроглазые острушки. Я на праздник вот пришел. Привет. А загадки отгадывать вы любите? Ну так давайте я вам загадки загадываю. Тает снежок, ложен лужок. День прибывает. Когда это бывает? Молодцы, ребята, сразу отгадали. Продолжаем. Красная коромысла через реку повисла. Молодцы, ребята, это радуга. На полянке девчонки в белых рубашонках, в зеленых полушалках. Что же это? Это дерево, ребята, это дерево. Правильно, это береза. А ну-ка, второй класс выйдем, сыграем. Молодцы, ребят, очень хорошо. Ну, я на ярмарку ходил, себе дудочку купил. Вставайте, король, будем песню веселую петь. А чтоб было еще веселее, выходите танцевать. А вы, ребята, подпевайте нам. Татуємо син, яким до сварням
танцевать. Скорее! Ведра полной воды, очень быстро прорастили, смех, улыбки, шутки, пляс. Все здесь, это есть сейчас. Пригодится здесь сноровка и отвага молодым. Бой мешками. Вот даю тебе мешок, полезай в его дружок. Кто скорее победит, тот, конечно, победит без смешка. Сабантуя, корыш, борьба.
чтобы продать, другие едут, чтобы купить, третьи едут, чтобы душой отдохнуть, на других посмотреть, себя показать. Все скорее спешите к нам, рады всяким выгостям. Чудесные ждут вас гостинцы, колечки на вашем мизинце. Какие гусыни горнятки, бегите скорее, ребятки. Свечами горят вышиванки, для девочек вкус-баранки. Для мальчиков дудочки чудо, а расписная посуда. И для честного народа, из сада, огорода, щедрых подарков дарят. Радуйся, пойте, двора, играйте, шутите, танцуйте. Есть на ярмарке игрушки, расписные погремушки. Есть ватрушки, бублики, и готовьте рублики. Предлагаю свой товар не за рубль, не за два. За добрую сказку, за хорошую присказку. Цветоносая лошадь весна. Мне лофать давно заварить приспело, только фарфаре лофать. Не конь, а диво лежит, натыкается, но водять поднимается. Ого, вот так лофать. Пряники, пряники, вкусные пряники, а кто пряники не купит, то будет выше рубахи. А кто пряник сразу съест, вырастет на метр 6. Яблочки, купите очень вкусные яблочки. А почему они такие дорогие? Как же глаза-то взятые. Взрослые дети, скорее идите к нам. Здесь у нас такие бары, разнообразные товары. Вот и моя Настя, мала, да уже хозяюшка. По ярмарке весь день ходила, ни про кого не забыла. Покажи, дочка, что купила. Родному матушке кушак самостоятельно боят. Любимой матушке платок посередине, золотой цветок. Братьям, соколам по новым сапогам, маленьким сестрицам по новым рукавицам. А себе что приглядела? Да я песню спела, тут, на ярмарке услышала, и она мне понравилась. Где песня льется, там
Встречаем на сцене 4-й Ж-класс. Когда земля от крови стыла, когда горел наш общий дом, победу дружники тыла ковали праведным трудом. Когда фашизму рвали тело отцы, мужья и сыновья, в тылу бурлила и кипела, трудилась Родина моя. Все в поле к столу, чтобы отправить хлеб и танк на фронт солдатам живут. Все отдавали, силы, средства, детей, не видящих детства, и женщин с горькой судьбой. Кто был в окопах, те герои, остановившие фашизм, но ты решительный настроен, не меньший выбрал героизм. Жива еще в потомках память, жива еще в потомках память. Советским тружникам тыла низкий наш земной поклон. Труженики и пути, как и все население страны, несли свою достойную лепту в победу. Она досталась дорогой ценой. Якутия продолжала давать стране золото, пушнину, рыбу. В условиях военного времени местная государственная кооперативная промышленность осваивали новые виды изделий, необходимых для труда и жизнеобеспечения населения. Большого увеличения добычи золота достиг весь чук золота, якут золото и приз якутчан завоевали переходящее красное знамя Государственного комитета обороны. Передовиками в этой отрасли были Стаханов, Лыткин, молодые горняки Михаил Машуков, Александр Цой, Иван Киселев, Иван Хрупкий, Николай Романов и другие. В 1941 году охотник якут Захаров обнаружил месторождение слюды в Алданском районе. В 1942 году было основано Алданское управление «Союз Слюда». Эминджанское управление поставило в 1944 году до половины добываемой всей страны слюды флагопита. Здесь упорно трудились фронтовые бригады, руководимые Еленой Васильевой, Натальей Нестеренко, Марией Прониной и другие, перекрывавшие норму 2 и более раза. На севере Якутии развивалась рыбная промышленность общесоюзного значения с 1941 по 1945 год. Было сдано государству свыше 400 тысяч тонн рыбы, что почти в 4 раза больше, чем за предыдущие 5 довоенных лет. Главное тягот доставки грузов, перевозки людей, в том числе резервов для Красной Армии, легла на Ленское и Северо-Якутское речные пароходства. В 1942-1943 годах была построена дорога Таджикации и Тампоту с протяженностью 340 километров, обеспечившая республике кратчайший выход на железнодорожную магистраль в условиях летнего времени. При ее строительство отличились комсомольско-молодежные бригады Дуси Тарасовой, Лёли Хорошей и других. Война имела большие последствия и для сельского хозяйства республики. В 1944 году, по сравнению с 1940 года, количество рабочих рук в колхозе сократилось на 41%. В среднем по республике с 1 по 7 начного хлеба в 1941 году почти 2,5, а в 1942 году в 2 раза меньше, чем в 1940 года. Несмотря на тяготы военного времени, в сельском хозяйстве трудились сотни, тысячи передовиков производства. Среди них знатный огородник Егоров, скотница Егорова, Никифорова, Мегина, Каргаласский район, механизаторы Григорьев, Верхневилюйский,
Доярка, Пшенникова, Якутский район и другие. Труд работников науки, литературы и искусства также служил интересам защиты Родины, созданное в 1943 году Якутское отделение Всесоюзного НИИ озерного и рыбного хозяйства приступило к изучению рыбных ресурсов в зоне
попали на такой красивый фестиваль. Спасибо вам большое, что вы показали традиционную культуру разных народов, которые проживают в нашей прекрасной республике. Спасибо родителям и спасибо нашим преподавателям. Давайте все поаплодируем. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милее весна, а Родина Россия у нас у всех молодцы. Ну, вы знаете, кто такие ямщики? Это люди, которые перевозили почту на лошадях. Вот государевы ямщики являются нашими предками. И мы поем песни наших предков, государевых ямщиков. Еще одна очень коротенькая песня, тоже песня наших предков, государевых ямщиков, которые 270 лет перевозили почту по Иркутско-Якутскому почтовому тракту. Дружба народов не просто слова, дружба народов навеки жива. Дружба народов — счастливые дети, голос на небе и сила в рассвете. Дружба народов — бескрайний простор, дружба народов — девичий хор. Так пусть же крепнет во веки веков дружба народов всех возрастов. Мы возьмемся за руки, и это будет символом нашего единства, дружбы, а значит могущества России. И споем все вместе песню, которая сейчас у нас будет на экране.
Это будет наш гимн, гимн нашего фестиваля. Все встаем!